Живе Беларусь! Шановні сябри, велике дякую за те, що ви знаходите всі сили виходити на традиційні акції, як просто показати, що Білорусь є, є на той жахливий час, який ми всі живемо, і на той жах, який роблять зараз з нашим народом. І дякую велике за те, що сьогодні тема сьогоднішнього мероприємства – це ці мають право на оборону Беларуси. Коли я выступал на митингах 96-го года, я майже завсёды в своем выступе казал, что антиконституционный переворот Лукашенко в листопаде 96-го года, и он вогнал весь белорусский народ в пригон нового типа. Зараз адбываецца дастаткова жахлівая рэч. Калі гэты прыгон в звязку з тым, што ўжо 30 гадоў, уже больш 30 гадоў, як гэтыя пачвары Лукашенко пры ўладзе, он просто ператвараецца в рабства. І раней у беларусаў не было асноўных правоў і свабодаў, в тым ліку і права выбіраць уладу. Не маглі беларусы абараніць сваё жыццё. Мы з вами праводзілі акцыю летась на Дзень герояў, и полову портретов, забитых лукашенковской бандой белорусов, эти люди были забиты еще до 2020 года. И эти люди ведомые были в Беларуси. Я хотел бы нагадать всем, кто хочет перегорнуть сторонку, неким чином зробить с антибелорусской пачвары Лукашенко нечто привабное, зноў пачаліся размовы, летні он не гарант незалежнасці, іншая лухта, яким уже десятки годов. Просто констатацию факта. Уже больше 25 годов, коли вдовы лидеров белорусской оппозиции Геннадия Карпенки, Виктора Гончара, Юрия Захаренки, яны просто чекают нарешті, коли будет хоть некая справедливость и на нашей земле, и в свете, и коли забойцы, а практично ніхто і Москва так само это выкарыстоўваюць, не хавает, кто стоит за этими политичными забойствами, Александр Лукашенко. Так вот, коли забойцы понесут справедливое наказание, бо еще в таблицах Хамурапі было тое, что люди мають право на життя. Зараз, что отбываецца в Беларуси, сапраўды вельмі вялікі жах. Мы кажем про террор супраць белорусского народа, мы кажем про репрессии супраць белорусского народа. Але ж гэта яшчэ робіцца цяпер беспынным конвейером, где белорусы бандиты берут, хапают, сбивают, примушают казать на камеры, и все до этого уже звыкліся, хотя это просто здек над здоровым сенсом, уже не кажу про право. Пасля незаконные суды, пасля турма, колония, примушання, катаванне весь час, СІЗА там повсюль, по распарадку просто. Пасля примушення, так, признать свою вину, бо все ж белорусы виноваты, это зразумело, так, писание папер на імя злочинцев. И кепска, что все больше и больше ГБшных нарративов, которые нават тут, в той страшной ситуации, в якой опынулся весь белорусский народ. Потому что, коли в 2020 году вырашалось насамрэч только одно политичное пытание, это так званая глубокая интеграция. Откуль и изъявление новых политичных фигуров, и іншие речи, которые отбывались. И это было перекрыто только героизмом белорусов, якие без всяких штабов билися 9-12 жніўня на улицах практически всех белорусских городов. И тогда были подняты как раз этой нашей червоно-белые стяги замест белых ленточек российской оппозиции, которая навязывалась белорусскому народу. Але у спецслужбаў шмат грошей. У спецслужбаў практично раней складена была дастаткова сур'ёзная система працы по оппозиции и по незалежной прессе. И сегодня, чему это все страшнее, что робят с белорусским народом? Потому что в нашем регионе и в свете сегодня есть только одно питание стратегичное и серьезное, про которое все больше и больше кажется. Это Третья Сусветная война. И
В гэтых падзеях нашему народу зноў спрабуюць навязать роль виноватых, роль ахвяраў. Потому что все, кто кажут про некую вину белорусского народа, особливо в агрессии России супраць Украины, это люди, которые просто не разумеют, что отбывается. Люди, которые просто оторвались от белорусских национальных интересов и неким чином хочуть альбо свое сумление заглушить, альбо працуюць за грошы. И сегодня миллионы белорусов, и они абсолютно безоборонные. Якое выйсце? Гэтага выйсця вельмі боится ўлада, она заўсёды гэтага боялася. И она заўсёды боялася супраціва, кожнага супраціва. Нема розницы, насамрэч, які гэта супраціў. Это все насамрэч тэарэтычныя нейкія разважанні, якое не маюць сэнса. Калі вы можете без зброя обезвредить своего ворога, то гэта, як кажуць, вельмі добра. Калі ёсць чым адбіцца ад бандитаў, гэта таксама просто трэба выкарыстоўваць, бо інакш просто не выжыць. Што перашкаджаюць? Перашкаджае, што тое, што ўжо больш 30 гадоў кіруюць Беларусю бандиты, все знаюць, што яны бандиты, а ж весь час у нас чамусьці паліткарэктна гучаць іншыя рэчы. И каждый человек сам по себе, каждый человек думает, что з ім так не обойдутся, как з іншими. И в Беларуси будут падзеи только тады, калі белорусы захочут оборонять себе и іншых белорусов. Только себе оборонить немагчыма. Калі з'явятся люди, которые зразумеюць, что любым коштом, так, с этой бандой трэба заканчивать, то ніякая Москва, ніякі Брюссель нічога не змогуць зрабіць. Так уладкавана жыццё. А ж мы до гэтага часу спадзяемся на добрых цароў, мы спадзяемся на нейкія неверагодныя рэчы, а так просто не бывает. И на заканчэнне такого долгого выступа я расскажу то, что я бачыў в Центральном Раусе в 17 годзе. Вельмі шмат, між іншым, в Беларуси актов супротива лукашенковским бандитам, которые давно уже мучат белорусский народ. И вот, когда Николай Статкевич проводил одну акцию, до якой я не дошел, меня незаконно кинули спочатку на Крестину, а зранку я трапил в Центральный Раус, и долго думали, какие протоколы на меня писать, потому что то, что такое право и законы в Беларуси, это глупство. Что хочет, то и робит. Я в камере был с человеком, який был просто криминальник. И он отсидел, ему дали надзор. И милиция пришла его просто мучить. Это часто бывает, долго не буду расповедать. И он ходил, жалился до начальника Рауса, тот по-человечески его выслухивал. Но нарешті надзор закончится. А милицианты по-ранейшему до его приходили. Кто им это может перешкодить? И он пошел к начальнику Раусу и сказал: ведаете, альбо вы своих орлов припините, альбо я начну стрелять в их. Ну и я, как разумный белорус, думал, что, это ж люди, как-то они не спынятся. И в вынику Иоанн выстрелил с травмата по своей машине, по милицейской машине, когда они второй раз приехали. В вынику спецгруппа брала террориста, закидала гранатами светошумовыми, что, в принципе, может быть, и уратовало его, потому что он просто сгубил сведомость, и когда его били, так, и он уже был без сведомости. Его завезли в шпиталь, лекари спробовали его уратовать, когда его зашивали, но кто их будет слухать. Его закинули на Окрестину уже изолятор часового утримания, как раз ему еще пошенстило, что в этот момент Лукашенко и там почал змагаться за здоровое житье, и было заборонено палить, и привезли в Центральный Раус. Я дал эту информацию про этого человека весне. Но натурально никто особливо не займаўся на тыя часы. Таких выпадкаў вельмі шмат. З бандитами ні в якім разе нельга гуляться. Яны бандиты. Ихняя установка уже 30 гадоў на ваших вачах. Знішчыць вас, як беларускі народ. Яны этого ніколі не хавалі. Яны про гэта гавораць. И в той трагічнай ситуации, якой мы сами сегодня апынуліся, все-таки треба выходить с хлусні. Хлусня не допоможе. Зараз на тыдні
слушно сказал Василь, вчора была вельми значная дата в житті белорусского народа. Не глядячи на то, что практично всю информацию об той трагедии, яка відбувалася в Менску, коли забили Андрея Зельцера, мы знов-таки маем только от бандитов, такая ситуация в Беларуси. Лишь видовочно, что человек хотел оборонить себе, хотел оборонить свою семью, хотел оборонить свою хату. Это правы, які прописаны повсюль давным-давно, только не в Беларуси. И жахливо, что коли я вчора шукал спасылку про гэтую дату, я в незалежной прессе вельми долго не мог знайти аніякай спасылки. Хотя, здаецца, коли Андрея Зельцера забили, то все мы были обурены, были дастаткова шматлюдные митинги. Люди, нельга змириться с тем, что бандиты кируют Беларусью. Нельга думать, что есть некий тут золотой ланцужок, вы тут дернете. Вот, и штосьці в Беларуси зменится. Это не так. Треба заставаться людьми. Треба не дозволять, как ГБшники забирали у нас память. Коли мы не кажем про забойство белорусов бандой, коли мы не кажем, что банда это банда, коли мы не кажем правду про диаспору, которая зусім не оппозиция, а некие об'єднані демократичні сили, то навошта ми? Ми просто допомагаємо тим ворогам білоруського народу, які послідовно і системно знішають нашу білоруську націю. На гэтым тыдні была так само добрая падзея. 62 гады Олесю Беляцкому. Былі акцыі, не вельмі шматлюдныя, але ж былі. І гэта так само дае надзею. Бо Олесь Беляцкі калісьці был еще заяўнікам першых акцый, калі толькі ўзнікаў Беларускі народны фронт адраджэння. Ён калісьці, яшчэ в тым стагоддзі, паліў паперу аб так званым саюзнай дамове, і он сёння, будучи беларускім нацыяналістам, сусветна признаны и ведомы международные правооборонцы. Только катастрофа в том, что на родине Олеся Беляцкого, там, где он сегодня политвязень, нема ніякого права, ни до законов, и белорусы абсолютно не обороненные. И оборонить себя они смогут только в одном выпадке. Коли они будут оборонять и себя, и інших белорусов от той жахливой лукашенковско-путинской банды, якая сегодня кирует в Беларуси. И дарэчы, коли шел сюда, то доведался еще одну новину. Оказывается, у Тюрина уже Лукашенко так само помиловал. Это был его кіраўнік службы бяспекі, які атрымаў 12 годов в 2020 году. Это человек, який завсёды просто ненавидел белорусов. А чему ему их любить, як москалю? Это зразумело, так? И який так само трапил в тюрьму не тому, что коррупция. Коррупции шмат в Беларуси из им и без его. А тому, что был такой профессийный разведчик Бабич в Беларуси. И вот это все так склалось. И я бачу, что и это так само показчик, что силы, якія хочуць знішчыць Беларусь, яны атрымліваюць цяпер яшчэ і другое дыханне. Бо шмат што трымалася не на Лукашэнке, а на тым, што хаця бы самые оголтелые с его банды, якія в адкрытую могли перейти адразу к Путину, хоть периодично сажаліся в турму. Але ж яны, в адрозненне ад лідераў беларускай апозіцыі, про которых практично уже часом и забываются, яны так само выходят с турму. А в турмах десятки тысяч людей. И никто не скажет вам зараз на диаспоре, колькі з іх палітвязняў. Бо все знают только одно, что дадзеныя заниженные. Кошмарная ситуация. Бысце, як у іншых народов, только простое, каб быть народом, каб мець право его придется завоевать. Разуметь, что нема самооправдания нам, коли мы кажем, что мы маем нейкие правы. Их у нас украли еще в тым стагоддзі. Это великая жаль, правда.
І дзеля того, каб правы з'явіліся, ще шмат што трэба зрабіць. І гэта калісьці все-таки павінна быць, бо мусіць быць справядлівасць. І вдовы лідерів опозиції, забитих тим стагоддя, і політв'язні сьогоднішні, вони просто потребують не того жахливого льоса, якому їх штурхають і сьогодні, вседозволеності банди. Это что отрымливается? Бандиты хапают человека, катуют человека, и никто ничего зробить не может в 21 стагоддзі. Ну, это как минимум ненормально.